Передаем вам. Ассаламу алейкум, сайгалы джамат. Уважаемый премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, уважаемые народные депутаты Верховной Рады Украины, уважаемый муфтий мусульман Крыма Айдер Рустемов, дорогие друзья, уважаемые участники форума, благодарю организаторов за оказанную мне высокую честь выступить в качестве председателя Меджлиса крымско-татарского народа перед участниками первого форума молодежи Украины и свободной Чеченской Республики Ичкерия. В той стране, которая называлась СССР, а по сути была продолжением Российской империи, свободолюбивым украинскому, чеченскому и крымско-татарскому народам, чья борьба за свою свободу и независимость на этапе распада Российской империи были жестоко подавлены большевистскими войсками, Москвой было уготовано истребление. Режим СССР по отношению к украинскому, чеченскому и крымско-татарскому народам последовательно осуществил преступление геноцида. 1932-1933 годы, Голодомор, акт геноцида украинского народа, организованный правительством СССР путем создания искусственного голода, в результате которого погибло 3 941 000 человек. 23 февраля, 9 марта 1944 года. Махках-Даха. Депортация. Акт геноцида чеченского и ингушского народов. В эти дни более 500 000 чеченцев и ингушей были жестоко выселены с их родной земли Казахстан и Республики Средней Азии. Лишь в первые месяцы депортации погибло не менее 200 000 человек. 18 мая 1944 года. Сюргюн. Депортация. Акт геноцида крымско-татарского народа, осуществленный советским режимом. В течение нескольких дней более 200 000 крымских татар подверглись насильственному изгнанию со своей исторической территории в отдаленные районы Средней Азии, Урала, Сибири. От голода, болезней, каторжных работ и жестокого обращения крымско-татарский народ утратил в условиях спецпоселения 46,2% своей численности. Вплоть до конца 1980-х годов крымско-татарскому народу был установлен запрет на возвращение в Крым. Десятки тысяч крымских татар, прорывавшихся на свою землю, снова и снова подвергались выселению и лишению свободы. 10 дней назад, 23 февраля, подавляющее большинство населения, окончательно сошедшей с ума России, песнями и плясками, пьяными фестивалями отмечала День защитника Отечества, установленный советским режимом еще в январе 1922 года. А мы, крымские татары, вместе с нашими чеченскими и ингушскими братьями, в этот день во многих городах Украины, Турции, Соединенных Штатов Америки, европейских государств проводили дуа, память о жестоко убитом 23 февраля 1918 года в Крыму Номане Челебеджихане, выдающимся политическим и общественным деятелем крымско-татарского народа, муфтия мусульман Крыма, Украины, Литвы, Польши, Белоруссии, одного из организаторов первого Курултая крымско-татарского народа, собравшегося в ноябре 1917 года в Бахчисарае, председателя правительства Крымской Народной Республики, провозглашенного в декабре 1917 года Курултаем крымско-татарского народа, и в память о сотнях тысячах чеченцев и ингушей, погибших в ходе
депортации и в тяжелейших условиях изгнания, начало которому было положено 23 февраля 1944 года. На следующий день, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на материковую часть территории Украины, мы вместе, украинцы, чеченцы, крымские татары, склонили головы в знак нашей скорби по десяткам тысячам погибших украинских воинов, проявивших высочайшее мужество в защите украинского государства от нашествия русских варваров и отдавших свои жизни ради свободы украинской нации, ради независимого украинского государства. Дорогие друзья, испытания, вынесенные нашими народами в недавнем прошлом, были привнесены на наши земли из одного центра, ставшего и в наши дни сосредоточием вселенского зла. Название этому центру — Москва, столица государства, называющего себя Российской Федерацией и поставившего перед собой в качестве ближайшей задачи уничтожение независимой Украины и украинской нации, следовательно, и уничтожение крымско-татарского народа, составной части украинской политической нации. Осуществив вероломное нападение на территорию Украины 9 лет назад, с вторжения в Крым и его оккупацией, Российская Федерация подписала себе смертный приговор. Мужественное сопротивление и отпор российским войскам со стороны вооруженных сил Украины, украинского народа, мобилизовал весь мир в защиту демократии, справедливости, норм и принципов международного права, на основе которых человечество может сохраниться и развиваться. Мы испытываем гордость от того, что плечом к плечу в вооруженных силах Украины, иных специальных формированиях, осуществляющих функцию защиты Украины, сегодня воюют против ненавистного русского врага украинцы, чеченцы, крымские татары, люди многих других национальностей. У нас не было и нет никаких сомнений в том, что российско-украинская война, которая длится уже 10-й год, завершится полной победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности. У нас есть теперь абсолютная уверенность в том, что в результате победы Украины над имперской Россией все порабощенные ею народы будут иметь реальные шансы вырваться из-под ига Москвы и самостоятельно решать свою судьбу на своих землях. И мы знаем, что в числе первых, кто освободится от оков Москвы, станет независимая Чеченская Республика Ичкерия, временно оккупированная российскими войсками. Уважаемые участники форума, вы в конце сегодняшней своей работы будете формировать состав Координационного совета. Зарезервируйте в украинской части этого Координационного совета место и для представителя крымско-татарской молодежи. Им будет один из молодых крымско-татарских воинов, сражающихся против русских войск на фронте. В ближайшие дни сами молодые крымско-татарские воины изберут его и назовут вам его имя. Успешной вам работы! Да здравствует независимая Чеченская Республика Ичкерия! Скорейшего освобождения Крыма, неотъемлемой части украинского государства и исторической родины крымско-татарского народа. Слава Украине!